Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Дуслар Ипташляр, 2021 год заканчивается. Итоги подводить не буду, мы уже итоги подводили с Дамиром Абы Исхаковым у нас на канале. Скажу лишь мои ожидания по поводу наступающего 2022 года. Во-первых, хочется, чтобы побыстрее все-таки разобрались с коронавирусом, с вакцинацией. Во-вторых, хотелось бы, конечно, чтобы не было войны, чтобы был мир. И в-третьих, хотелось бы, чтобы все-таки Google и YouTube у нас остались в России, чтобы их никто не блокировал, не закрывал. А теперь, Дуслар, дальше по нашему материалу. Ученые из Татарстана исследовали гены татар. Не волнуйтесь, никаких генов Чингисхана в крови современных татар не выявили. Более того, по анализу ДНК нельзя определить, какой национальности были твои предки 100-300 лет тому назад. Но можно взять анализ ДНК жителей современного Татарстана и узнать, какие в прошлом исторические сообщества, группы людей были их потомками. Как выяснили ученые из Татарстана, в татарах из Татарстана, ну и не только, понамешана фактически вся наша Евразия. Сразу отметим, татарстанские исследователи не тешат себя иллюзиями, что можно обнаружить какой-нибудь отдельный, конкретный башкирский, татарский, ногайский или какой-то там киргизский, казахский ген. Генетические исследования позволяют взглянуть лишь на перемещение различных групп и обитателей Евразии около 1000 и более лет тому назад. Итак, в авторский коллектив исследования вошли Максум Акчурин, историк. Он, кстати, давал интервью вместе с Дамиром Исхаковым о татарах-мишарях на нашем канале. Далее, авторами исследования стали историк Олег Олегович Владимиров, а также директор института Марджани Радик Салихов, а также бывший директор Института истории Марджани Рафаэль Хакимов. Во время исследования были протестированы 1480 человек из разных регионов России. У них были протестированы Y-хромосомы. По большей части это были татары, у которых в семье принято составлять родословные шежире и передавать их из поколения в поколение. Ученые решили обнаруженные результаты анализов ДНК разделить на родственные группы, то есть гаплогруппы, на 5 категорий. Они условно называются как западноевропейские, восточноевропейские, южные, урало-сибирские, восточно-азиатские и азиатские гаплогруппы. В общем, выяснили, что 30% гаплогрупп в татарах составляют восточноевропейские линии. Такие еще встречаются у славянских, прибалтийских народов, у финнов, например, тоже. Западноевропейских гаплогрупп в крови сегодняшних татар 9%. Такие же гены встречаются у жителей Испании, Португалии и Северной Европы. Южные линии или гаплогруппы в татарах это 27%. Такие же гены встречаются у жителей Западной и Южной Европы, Кавказа, Причерноморья, Прикаспия. Урало-сибирских генов у татар 11%, азиатских 13%, а восточноазиатских 9%. Западноевропейские и восточноевропейские гены могли проникнуть на территорию Поволжья и Приуралья где-то 2500-1300 лет тому назад. Южные гаплогруппы могли попасть к каким-нибудь дотатарским общностям людей, народам или этносам 3000 лет тому назад. Азиатские и восточноазиатские гены могли попасть к татарам примерно 1000 лет тому назад. Это по времени приблизительно совпадает, когда по Евразии разгуливали и по ходу все и вся завоевывали кыпчаки и монголы. В принципе, можете заценить вот такую карту, которую составили исследователи. Как видите, в наш регион Поволжья и Приуралья захаживали со всех сторон света. Европейские предки были обнаружены, например, у части касимовских татар. Так сказать, европейские гены были также обнаружены у сегодняшних чувашей, башкир, нагаев, крымских татар, литовских татар. Также ученые сделали вывод, что древние предки татарской знати могли обитать в Поволжье или Приуралье еще в доордынский период. Тут можно упомянуть, например, князей Яушевых, потомки Карабека, Манаш-Тархана, князя Бехана и родственных княжеских и мурзинских линий Еникеевых, Ингалычевых и Давлеткильдеевых. В общем, исследователи приходят к выводу, что заметная часть татарских знатных родов была сформирована из представителей местных кланов, которые не связаны с миграцией из Центральной Азии или Монголии.
Чтобы вам, уважаемые зрители, было легче понять, а ученым изучать, они кое-что сделали. Итак, татарстанские ученые, исследователи, весь большой массив данных, массив результатов ДНК-тестов татар, которые участвовали в этом исследовании, разделили на 5 историко-культурных территорий. Первая территория — это, значит, горная сторона в нашем Татарстане. То есть это правобережье Волги, юго-запад Татарстана, несколько районов Чувашии и Ульяновская область. В общем, у татар из Кайбицкого, Апастовского или Тетюшского районов европейских генов около 43%, и в то же время 48% степных генов. Вторая территория — это Заказание. Сюда входят северные районы исторические Волжской Булгарии, центральная часть территории Казанского ханства. Эта территория считается колыбелью классической народной культуры. Здесь родились и выросли Габдулла Тукай, Габданасыр Курсавиш, Габудин Марджани. Здесь примерно 42% европейских генов и столько же, то есть 42% южных и восточных генов. Третья территория — это историческая земля Мещера. Сюда входят современные территории Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской областей и Республика Мордовия. В общем, это территория татар-мишарей. В общем, покопавшись в крови татар-мишарей, ученые обнаружили, что там 40% гаплогрупп с югов, а европейских генов у них всего 29%. Разительная разница по сравнению с татарами горной стороны и Заказания, не правда ли? Идем дальше. Четвертая территория — это Западное Закамье. Это историческая территория древних городов Беляр и Булгар. Это территория Волжской Булгарии, болгарского улуса Золотой Орды. В 16 и в начале 17 веков тут кочевала Ногайская Орда. Ну а 17-18 века сюда переселились татары из Мещеры, горной стороны и Заказания. Тут европейских генов 38%, а восточных и степных 42%. Следующая территория — это Восточное Предкамье. Сюда входят Елабужский, Менделеевский, Агрызский районы Татарстана. Здесь обнаружилось 32 европейских гена. Также были обнаружены южные и урало-сибирские гены. Ну и последняя выделенная учеными территория — это Восточное Закамье, которое состоит из территории Республики Татарстан, Самарской области, Приуралья. В эту территорию также входят северо-западные районы Башкортостана, которые раньше входили в Беловоложский улус Казанского ханства. Эта территория 17 и 18 веков была заселена татарами из Заказания, горной стороны, Мещеры, Закамья и Предкамья. Вместе с этим какое-то коренное население здесь также проживало. Итак, к каким интересным выводам пришли исследователи генов современных татар? Ну, давайте познакомимся с некоторыми из них. Генетическое исследование, скажем, обнаружило родство между татарами, проживающими в некоторых деревнях в Алькейском, Аксубаевском, Дрожжановском, Спасском районах Татарстана и в Балтаческом районе Башкортостана. И таких примеров, когда ученые протянули генетические нити между конкретными деревнями Заказания, горной стороны или Мещеры с одной стороны и Восточным Предкамьем или Восточным Закамьем, ну то есть северо-западными районами Башкортостана, с другой стороны. И это все говорит в первую очередь о путях миграции и переселения татар с запада на восток, где-то примерно в 17-19 веках. Как это все выглядит? Скажем, есть вот такой субклад RZ280. Субклад — это, проще говоря, отдельная ветка генов в гаплогруппе. И вот этот субклад обнаружен у выходцев, например, деревни Новый Студенец Буинского района Татарстана, деревни Татарская Тахтала Спасского района Татарстана и Верхнекарышево Балтачского района Башкортостана. И все эти выходцы — родственники, потомки служилых татар из Мещеры. Или вот, скажем, ветка с названием RM458, которую нашли у группы татар. Общий предок всех этих татар с веткой появился примерно 2400-1150 лет тому назад. Носители этого субклада обнаружили в старинных деревнях горной стороны, где проживали ясачные крестьяне, например, деревня Багишево Апастовского района Татарстана, село Исаково и село Ахмаметьево Буинского района Татарстана. Также эти гены нашлись у зауральских тептерей из Учалинского района Башкортостана, например, деревня Сафарова. Вот между этими двумя точками и произошло перемещение, когда татары из
горной стороны поехали на восток, в Учелинский район Башкортостана. Например, этот же субклад был обнаружен у жителей деревни горной стороны, а именно села Бузаево, села Малые Шарданы Зеленодольского района. А село Малые Шарданы – это родовая деревня татарского просветителя Резы Фахриддина, но родственники его по мужской линии относятся к линии генов RY1567. Но все равно входят в общий ствол линии генов, а именно R1A. Так вот, известно, что в 18 веке представители рода Фахриддина переселились из территории современного Зеленодольского района в Восточное Закамье. Ну или по-другому, эту территорию еще можно назвать как Бугульминский уезд Самарской губернии. И там фахриддиновцы вступают в башкиро-типтярское сословие. А как такие схемы работают с конкретными историческими документами, преданиями, легендами и вообще нашими знаниями об истории татарского народа? Ну вот смотрите, скажем, у татар есть комбинация генов RM458. Этот ген обнаружен у татар села Татарское Азилеево Зеленодольского района Татарстана. Их родственники обнаружены также в Ульяновской области. Их общий предок проживал где-то 2200-1800 лет тому назад. Как объяснить, что знатные рода ульяновских и зеленодольских татар в свое время разъехались? Что могло стать причиной их разъезда? Есть ряд преданий, легенд и родословных, которые могут это объяснить. Например, родословная племени Барадж из древнего города Биляр рассказывает, что в XIV веке после разгрома города Тамерланом жена и два сына поверженного, выражаясь современным языком, мэра Биляра получили от Тамерлана прощение и были отпущены на свободу. И вот один из сыновей по имени Инсан поехал с матерью на бассейн реки Кубня на территории современного Зеленодольского района Татарстана, а другой сын по имени Ихсан поехал в Закамье на территории современного Заинского района Татарстана. Или вот, например, татарский просветитель Каюм Насыри. Он приводит результаты своего исследования истории деревень, где сообщается, что в древности предки из Булгара прибыли на горную сторону. По легенде родословной племени Барадж также есть информация в исторических деревнях Зеленодольского района: Нурлаты, Большие Ачасары, Татарская Танаева. Или вот скажем, есть гаплогруппа Ай-2. Она возникла где-то 27 500 лет тому назад, распространилась на северо-западе Балканского полуострова, выявлена у жителей Северной Испании, Южной Франции, в Сербии, Венгрии, Румынии, Подунавье, в Южной и Центральной Европе. Эта гаплогруппа была обнаружена у 4,57% татар. В этой гаплогруппе выделяется ветка, субклад Ай-2П37. Эта ветка возникла 2100 лет тому назад. Татары, у которых были обнаружены эти гены, проживают сегодня в деревнях Большой Мингер, Старый Мингер Атнинского района Татарстана, деревни Чишмабаш Кукмарского района Татарстана, деревни Нижняя Алькеево Алькеевского района Татарстана, Муслюмовский район, Камышлинский район Самарской области, Елабужский район Татарстана, Белинский район Пензенской области. В общем, субклад объединяет заказанских татар, татар-кряшин и татар-мишарей. А я отмечу, что у деревень Большой и Старый Мингер Атнинского района Татарстана есть родословная Шежере Янбакты. Представители рода Янбакты были тарханами периода Казанского ханства. Они активно защищали Казань во время штурма в 1552 году. Отсюда вышли крупные татарские коммерсанты Адамова и Салимджановы. По преданиям, предки династии пришли на территорию современного Татарстана из Крыма, что в целом не противоречит генетическим данным. Есть гипотеза, по которой их соотносят с древним татарским племенем Мэнг, пришедшим на земли Булгара вместе с войсками хана Баты в XIII веке. Однако, судя по полученным результатам, данный род обосновался в Поволжье несколько раньше, вероятно, в ранний булгарский период. Так что род Мэнг – это вам не какие-то там татаро-монголы Чингисхана, а вполне себе нормальный булгарский аристократический род.
Но ученым эту гипотезу еще только предстоит перепроверить. А теперь давайте перейдем к конкретным историческим личностям. Итак, дореволюционный татарский богослов, можно сказать, отец татарской имперской нации Шигабуддин Марджани. Его гаплогруппа обозначается буквой О. Эта линия генов возникла 36 800 лет тому назад. Она распространена в Восточной и Юго-Восточной Азии, особенно в Китае, в Японии, Корее. Очень дальними родственниками Шигабуддина Марджани также являются, например, филиппинцы и малайцы, а также казахи-найманы. И вот такие гены Марджани выявлены еще у 1,57% татар. Носителями этих генов, например, были также потомки служилого татарина Ишея Хозяшева, сына Сюндюкова, у которого в 17 веке были большие земельные владения в Казанском уезде. Комбинация ветки этих генов называется как ОМ122. Одна из ветвей Сюндюкова, проживавшая в деревне Кирби, переселилась в 18 столетии в деревню Кульбаш Казанского уезда, ныне Зеленодольский район, и дала татарскому миру род Максудовых, известных мусульманских священнослужителей, общественных деятелей, Тазиддина Максудова, Кази ОМДС, Софиулы Максюта, депутат Государственной Думы, Садри Максуди, депутат Государственной Думы, Хади Максуди, известный журналист, педагог и основатель газеты «Юлдоз». Вот так генетические исследования породнили Шигабуддина Марджани и Садри Максуди. Хотя понятно, что они в свое время могли и не знать о своих общих предках и вот эту вот линию общих генов ОМ122. В общем, таких интересных вещей татарстанские историки нашли много. Сами можете почитать эту книгу. Ну а вывод из исследований генов современных татар прост и понятен. Не одним Татарстаном жили и живут сегодня татары. Наш народ перемещался по территории всей России и всей Евразии, успевая во время этого с кем только не смешиваться, какие только народы не включить в свой состав, в свои гены. Татарских генов не существует, но гены татар нам рассказывают очень и очень интересную историю нашего народа. И да, как вы видите, ученые из Татарстана дополняли генетические исследования татар историями из родословных Шежере. Так что интересуйтесь своими предками, составляйте родословные ваших семей, все в ваших руках.